Тихое прекрасное осеннее утро. Ни ветра, ничего, ни дождя. Все тихо, спокойно. Хотя должны быть сейчас утиные перелеты, но ни одного выстрела. И я тоже собираюсь. Вот мои вещи. Все накидал там. Столько вещей собирается хоть на несколько дней поездки. Все необходимое всегда с собой беру. Топливо, станция, продукты, пила и всякие разные штучки еще там. Вот моя лодка ждет. Сейчас будем грузиться и поедем на охоту. На охоту, охота на глухаря. Заплатил лицензию. 2 глухаря. Попытаемся добыть. Посмотрим, что из этого получится. И вот такое прекрасное утро. Сейчас собираемся и едем. Весна еще к избушке приходил, приезжали, и вон все заросло по-новому. По-новому придется скосить. И вот эту территорию будем убирать все, обживаться будем. Все заросло. Челом здорово, Карка. Лежу из нишотчины. Все как обычно, все по-старому. Чистота, порядок. Приходили, ночевали. Видимо, все убрано. Все убрано. Вот уже давно, сейчас, наверное, никого здесь не было. И запах сырости в избушке. Вон картошку кто-то ставил. О, мыши пробовали тут. Ну, что-то им не понравилось, наверное. Да, Айда. Айда зашла тоже. Все, будем печку топить. И еще вещи будем таскать. Все-таки не на один день приехали. Все, будем обживаться. Два раза в год так уборку делаю. И все растет и растет. Выйди, Айда. Если это не сделать, вообще кусты так зарастет кустами и избушки не видно будет. Да. В общем, так и будем убираться пока сегодня.
Вторые сутки уже пошли. Уже одну ночь переночевали. Сегодня второй день уже. Второй день прошел. Были на охоте. Пока ничего не добыли. Готовимся к ужину. На улице вечер. Сейчас будем готовить ужин. Ужин будет суп. Для собаки. Для собаки сварим кашу. Здесь у нас елки растут. И в основном на дрова используем елку. Елка меньше дыма, жар хорошо дает. Вот эти сушняки там свалишь, и одно дерево на целый сезон, как бы на осень. И еще запас на зиму, бывает, делаю дрова. Прямослойно, чуть-чуть вертлюгом там идет, но в основном прямослойные они. По соседству тут тоже охотники. И на лодке сегодня кто-то поднялся тоже. И выстрелов нету. Сегодня видел 3 уток, чирки. До этого уток не было. Перелетов вообще нету. Наверное, где-то в этом году по-другому, где-то в другом месте, наверное, летят. В другом направлении. Целый день бродишь так. И еще приходится дрова заготовить, ужин варить и спать, отдыхать. Так проходит день у охотника. Айда. Тоже устала бедолага, наверное. Готовлюсь к ужину. Тут уже вода кипит, все кипит. Немножко мусор там вот куда-то попал. Мангал очень удобная штучка. Захотел здесь, можешь устроиться, костер зажечь. Можно там. Летом, конечно, там безопаснее. Вот такой суп сегодня. Дичь пока летает. Дичь пока не добыли. Приходится варить пачковый суп. Куда деться? Жрать-то надо. Добавим еще тушенки. И будет суп. Пачковый суп соленый. Вообще соль не надо добавлять. И тут у меня еще для собаки тоже каша варится. Вот. Каша с картошкой. Перловая крупа. Есть нормально. Ей нравится. Картошку особо не
картошка отдельно не ест, а вот с этим, с крупой или еще вот растительное масло добавляю. Самое то для нее. Все, пускай все варится. Вечер уже. Все успели. Ходили на охоту, собрали брусники. Еще надо на рыбалку сходить. Но это уже в следующий раз куда-нибудь. Не сегодня. Сегодня уже скоро темнеть начнет. Моя вечерняя избушка. Такая цивилизация. Станция работает. Свет есть. Кроме лампы еще вот у меня заряжается телефон и аккумуляторы на этот фотоаппарат. Вот буквально не знаю сколько там снимал, и все уже. Все садится быстро, очень быстро. Вот тут я отдыхаю. Вот такой матрас. Там снизу еще ватный матрас и сверху. Ну, один, когда если попутчик будет, этот матрас туда перекинем, и можно и отдыхать там хоть вдвоем, хоть втроем. Здесь небольшой бардак, но все, на это я не обращаю внимания. Все под рукой. Запасной нож, запасной фотоаппарат, навигаторы. Все есть. Стол на столе тоже, продукты, суп. Все есть. И сейчас время без 26. Вот еще где-то часик, наверное, где-то еще час посижу, семечки погрызу и уже буду отдыхать. Можно считать, день прошел, заканчивается ужином. Вот такой наваристый суп получился. Конечно, уже на охоте, и надо добыть что-нибудь, какую-нибудь птицу. Поснимал рябчиков, но не стал стрелять. Хотелось побольше поснимать их. И мне кажется, удалось даже заснять несколько моментов. В общем, так и живем мы в лесу. В общем, так и проводим вечера. Вставал в 4 часа утра, затопил печку, уже подготовился. Утренняя зорька, думаю, схожу на охоту. И ливнем шел дождь. Вот сейчас хоть немножко перестал, вот капает все еще. Но времени, конечно, уже сейчас 10 час. Выспался капитально, хорошо. Выспался хорошо. Сегодня буду заниматься баней. У меня тут баня. Внутри бани надо ремонт сделать. Вот сейчас здесь все скосил. Здесь в кучу все собрал. Траву, мелкие подростки там. Деревья были, елки, осина, береза. Все вырастает быстро, моментально. Короче, покажу сейчас, чем я буду заниматься. Крышу мы весной отремонтировали. Вот все целое, не капает нигде. Все хорошо. И вот тут еще у меня на сегодняшний день ремонт будет. Вот моя печка. Печка от сырости развалилась, все кирпичи вон какие кусками отвалились все. И нары. Вон смотрите, какие у меня нары. Это считается бардак. Этот бардак надо отремонтировать. А бардак из-за чего? У меня баня на глинистой почве. И зимой глина замерзает. И вот эти бревна, которые у меня стоят в земле, закопанные,
лед выталкивает эти бревна, и все, вон скосилось, короче. Надо все это разобрать и по-новому все поставить, отремонтировать. Как все сделаю, также покажу свою работу вообще. Ну, бардак. Принцип какой? Печки в черной бане. Там 4 ряда, можно 5 рядов кирпича ставить, на него железяку любую, и дальше уже камни, чтобы огонь шел через камни. Камни нагреваются, и когда уже баня горячая, теплая будет, закрываешь, ну, чтобы еще грелись камни, и уже моешься там. Самые большие крупные камни, вот, это где самое большое количество огней попадает, туда и вставляешь. А выше уже поменьше камни. Самая полезная баня, черная баня. Вот сырость все подводит меня. Крупнее этих у меня камней тут нету, камней вообще нету. На речке, что было, вот собрал мелочь, крупных нету. И еще иногда бывает, землю копаешь здесь возле избушки, что-то выковыриваешь, ну, яму какую-нибудь сделаешь, и там случайно попадаются. Тоже дела идут. Вот. Видели? Тут такие железки, это башмак от бульдозера, гусеницы. Все это уберу и по-новому поставим. Без глины, без ничего, ничего страшного не будет. В общем, такой процесс. На мы яйда. А? Любопытный тоже ты, любопытная. Все, фундамент есть. Вот мы поставили, старая плита там оказалась в избушке у меня. И эту старую плиту я на землю поставил, чтобы сырости как бы на кирпич меньше доставалось. И вот такой фундамент. Получился 3 кирпича туда, ну, по длине, и 2 кирпича в ширину. 2 кирпича, 2 на 3. Вот так. Опа. Так, раз, два, три, 4 высота, 4 кирпича, 3 длина и 2 ширина. И здесь просторно будет, дрова закинешь, затопишь, вода нагреется и можно мыться. Если жар любишь, даже париться. В общем, дальше идем. Камней для этой печки чуть-чуть маловато. Еще можно сверху добавить штук 20 таких. Штук 20 хотя бы таких. Но это по ходу еще, если где-нибудь найдем, можно добавить. А сейчас пока этим воспользуемся. Темно, не видно. Но вроде все аккуратно получилось. Нормально. Все прижало. Вот эти камни прижали кирпичи. Сейчас шататься ничего не будет. Все крепко стоит. Ничего страшного. Без глины, без ничего так сделал. Еще сверху лист оцинкованный, ну, чтобы искры не летели, закрою. И все нормально будет. Будем мыться уже сегодня. Будем испытывать новую печку. На дрова у нас елка.
дрова из елки. Дрова. Елка у нас, он как бы меньше дыма дает. И жар нормальный. Уже как бы не один раз уже говорил насчет таких дров. Так. Все. Возьму печку. Накидаем. Отсырели спички. Так, ни трубы, ничего нету. Печка, баня по-черному будет. Сейчас разгорится все. Ради безопасности можно еще искренне полетели. Вот. И вот так сюда ставим воду. Здесь она будет греться. Так, что-то надо подложить. Вниз. Кирпичик подложим. Все. Вот в таком виде и будет греться вода. Одно ведро для одного человека хватит. Все устойчиво стоит. Пусть топится. Закрываем. Полностью не будем закрывать. Такой щель оставляем. И дым будет выходить по этой щели, по этому отверстию. Вместо трубы вот это отверстие. Вот так. Так будет дым выходить. Здесь выходит, и еще вон тут окошечко, и здесь будет еще выходить. Ну вообще кругом, где щель есть, там 100% будет выходить. Дым найдет, где выйти. Все, там уровень будет. Вот такой уровень. Дым вот, скажем, метр от пола. Ниже он не будет спускаться. Где-то выше метра дым идет, там кружится, а внизу вон видно, все там чисто все. А наверху вон такой дым. И вон дым поднимается и наружу выходит. Вот так. Все, пускай топится. Как будто пожар. Со стороны посмотришь, да. А это все так и должно быть. Дым столбом, даже бани не видно. Весь в дыму. Хорошо горит. Разгорелся там. Хорошо горит. Дрова сухие. Нормально. Сейчас добавим еще.
2-3 раза еще подкинем дрова. И хороший жар будет. Бани не видно, вообще в дыму все. О, как. Вот как все дело делается. Сейчас уже немножко можно подкинуть дрова. Ага. Все в дыму. Задохнуться за 6 секунд можно. Уже угли появляются. Все нормально. Вот так добавляем. Желательно, чтобы когда уже по второму разу добавляешь дрова, сучьев не было. Потому что сучья, они долго горят. И, ну, в общем, дословно не могу объяснить, но чем меньше сучьев, тем лучше. Все это затолкаем, если сможем. Оно уже не получится. Нет. Пока оставим. Пока это оставим. Вода уже тоже почти горячая. Скоро закипит. На крышку я ставлю, чтобы как бы сажа сюда не залетала. Пускай топится. Ну вот, баня почти готова. Опа. Вон какие угли там. Ничего не горит, одни угли. Вода кипит. Вода кипит. Это нормально. Давай чуть-чуть в сторону. Все. Все, угли есть. Немножко подметем пол от мусора. Все подмели аккуратно. Вон какие угли. Видел? Красиво все. Это выкидываем. И тут вон окошечко. Это окошечко мы сейчас плотно закроем. Плотно закрыть. Чем попало вот на данный момент тут одеяло, кусок одеяла. И дверь. Дверь также плотно закроем. Все. Плотно закроем. Что-то. Все. И в таком состоянии полностью закрытая баня. В таком состоянии будем где-то парить еще полчаса, минут 40. Пусть там топится он там. Плотно закрыто все, жар там будет держаться. И уже будем мыться через минут 30-40. А уже, конечно, как буду мыться, это уже показывать не буду. Но принцип вы поняли. Должны понять. Кто не знал еще, как в лесу можно мыться в черной бане. Баня по-черному называется. Ну вот. Ну как-то так. Кому интересно. Начнем собираться и сразу начнет пищать. Все собаки, наверное, одинаковые. Все хотят на волю, на охоту. Вот и она тоже. Сейчас смотри. Нагуляешься сегодня еще. В общем, собираемся. По возможности сходим, побродим километров 20. Круг сделаем. Небольшой.
Это, иди. Небольшой туман сегодня, небольшой ветер чуть-чуть. И если туман с утра, значит днем тоже солнце будет. Я думаю так. В общем, по ходу дела буду снимать. Посмотрим, дичь есть или нету. Пойдем. Не знаю, сколько километров уже прошли. Пока никаких взлетов глухариных или какой-нибудь борой дичи нету никаких. Вот трава, не знаю как называется, как это вот с полосками. Вот это любимая еда у глухарей. У глухарек или много с дозмер. Вот этим они питаются в основном до первых заморозков. Но вот как будут заморозки, они начнут выходить на дорогу, на вырубки и начнут вот есть эти иголки от сосны. У сосны в основном их любимая еда. Иду по просеке. Здесь вот тоже уже натоптано. Здесь лосик, наверное, или медведи, кто-то там уже ходил. За целое лето они. Вот тут тоже он переход. То есть или лоси, или олени, непонятно. Но кто-то тут ходил. И вроде место тут такое. Сосны, березы. Но пока дичи нету. Идем дальше. Место сказочно красивые. Сосны такие тут крупные, без сучья все. И вот именно то место, где обычно держатся глухари. Но вот пока никого не видели. Елки, сосны, все здесь есть. Они, наверное, сейчас, как и весной, где вот такую вот в тех местах и держатся около своих токов. Все равно они там играют. Будем искать. Будем ходить, искать. Должны же где-то они быть. Айда старается, работает, ищет. Бегает туда-сюда. И вроде что-то нюхает, как будто что-то чувствует, но выходим на вырубку. Дошли до такая вырубка тут. Обычно они тоже здесь, глухари, на этих соснах любят сидеть, кормиться. Могут даже и одиночки так таковать. Видели несколько рябчиков, свистели азартно. Можно было и добыть, но не стал шум делать. Сегодня у нас другая задача. Добыть глухаря. И сейчас еще пройдемся возле этой вырубки. Посмотрим. Да туман далеко и не видно, если только в оптику, через оптику посмотреть. Ладно, будем идти. Круг сделаем возле этой вырубки. Посмотрим там. Но туман пока не рассеивается. Птицы поют. Тишина, ветра нету. Вообще классная погода. Походу тут площадка была.
Вот здесь на бревна разделывали и вывозили отсюда. Ну что, вон опять рябчики. Вырубку мы, можно сказать, прошли. Так и никого не встретили, ни души. Дальше опять будем по тайге идти и возле болота еще посмотрим. Может где-то возле болот там они держатся. Но все равно уже сейчас осень, они на вот такие трассы обычно выходят, камушки собирают. А рябчики азартно свистят. Такуют. Так, идем. Айда, не устала еще? Айда, на мочи. Ищи. Кто ищет, то всегда находит. Мы должны идти. Отошли от вырубки. И вон какое место попали. Все сыро, все в завалах. Неудобно ходить. Не знаю, что там нас ждет впереди еще, какое там место. Опять моя любимая ягода. Шиповник. Но что смотрю, что вижу, кругом такая херня. Тут-то точно никого нету. Надо вылезти отсюда и по-быстрому. Пойдем, Айда. Айда даже на пятки наступает. Непроходимо тут. Это как в жизни. Нормальная полоса. Ну как бы без проблем, без препятствий никаких. И вдруг опять какие-то проблемы, препятствия. Также вот от трассы отошли и попали вот в такое место. Блин. Перешли то самое место. Вот сейчас опять тут сосны кругом. Самое то для нас. Лес такой, какой нам нужен. И вот очередная яма, где-то высотой 30 сантиметров. Ну, не высота, глубиной 30 сантиметров. Это опять тут лоси. Лоси как бы копают. И, ну, когда у них гон, вот такие ямы делают. Частенько можно встречать. Сойки. Нет. Да, сойки. Сойки кричат. Самая противная птица. Вон она. Дура такая, блядь. Мяукает. Передо мной идет медведь. Вообще свежий. Вообще свежий автограф. Буквально вот сейчас, наверное, с утра, может, и пошел он. Уже ягоды вон там. В общем, свежее все. Следы, я скажу вам, не мелкие. Крупнее даже. Наверное, отсюда надо сворачивать куда-то в другую сторону. Это его территория. Территория Мишка тут рядом где-то. И вроде место здесь для охоты пока, в принципе, ничего не видели, но вон собака рядом идет, боится, тоже чует. Ладно, пойдем. Пойдем направо свернем. Тут делать нечего.
Разве это не красота? Идешь, почва твердая, как парк. Подсадов нету, ничто не мешает. О, глухарь. Глухарь. О, я вижу, сел. Сел на сосну. Не вижу его. А это работает, но непонятно, где он. О, взлетел. Оказывается, дальше он был. Я поближе смотрел. Нет, опять сел. Тречки. Ладно. Так дело не пойдет, пока выключаю камеру. Становится интереснее. Куда-то сел. Надо внимательно смотреть. И смотрю, близко не подпускают шуганые. Так, все, пока выключаю. Медведь вышел. Вон на меня смотрит. Ух, вообще пуля есть, нет у меня. Нихуя себе. Пиздец, ребята. 40 метров. Эй, иди домой. Фу. Иди домой. Иди домой. Хоп. Хоп. Ух, ребятки. Вон бежит. Если с карабина можно взять, но с ружьем, если честно, я не готов к этому. Все, вроде ушел. Мы его не трогаем, пусть нас тоже не трогают. Но автограф видел. Так и знал, что он где-то рядом. Все, пошли. Пошли, айда. Фу, вот это да. Нормальный ход получился. Он возле собаки. Возле собаки не уходит. Он, наверное, бруснику там жрет. Вот где собака, буквально там 15 метров от него. Видите, как камера трясется. Это мои руки трясутся от волнения и не знаю от чего. Чуть-чуть немножко есть испуг, но особо так и не испугался. Собака все равно веселее. И когда собака рядом, видишь, где он, где эта опасность. Надо купить карабин и лицензию для таких охот. Вышли к болоту. Тут красивое болото тоже чистое.
Без деревьев, без ничего. Фу, бля, никак отойти не могу. Чуть-чуть, наверное, все-таки испуг был какой-то. Я еще видел того глухаря. Он сидел на куропатка выскочила. И, короче, он сидел, но добыть так и не удалось. Улетел. Попытаюсь еще, как бы, сейчас здесь круг сделаю. Тут болото, и там еще вырубка, где еще мы медведя встречали. Кружок еще сделаю. В таких местах они обычно держатся. Должны же быть. Что странно, вот сейчас уже месяц октябрь начало, и гусиных перелетов ни одного еще не видел. Ни одной стаи еще не пролетела. Обычно в это время уже начинают перелет. Пока их нету. Короче, иду дальше. Дальше иду, смотрю, слушаю. Может, где-то звук крыльев будет. А когда вот так разговариваешь, идешь, меньше слышишь. Но собака вроде работает. Но как бы боровая дичь там глухаря лаяла и оставила. Но медведя не побоялась, молодец. Будет, наверное, толк, надеюсь. Пошли искать. Искать и вперед еще раз искать. Круг сделали, уже обратно возвращаемся. Место вон какая красивая тоже тут. Одни сосны. Вот здесь передохнуть, посидеть. Немножко подустал даже. И думал сегодня, как бы было туман с утра. И думал, день будет ясным, солнечным. А оказалось все не так. На улице дождь начинается, ветер поднимается. Потихоньку идет дождь все-таки. В общем, половину пути уже прошли. Уже возвращаемся домой. Там недалеко. Там без чаепития отдохнули тоже. Сейчас нормально чай попьем. Кушать особо не хочется пока. Айда молодец. Не ожидал. А зверя не пойдет, но все равно хоть предупредит. Больше снимать и нечего было. Никого не видели. Одного глухаря вот видели. Медведя видели. Много след. Вот рябчики свистят. Рябчики есть, но их не трогаем. Пытаемся что-нибудь найти покрупнее, как был. Сегодня все-таки охота на глухаря. Была охота на рябчика. Посмотрел. Видели, как свистел я там. Был небольшой дождь, сейчас как бы прекратился. Ну, станчай. Сейчас хоть успокоится погода. Патроны не тратим. Некуда стрелять. Да? Да. Некого стрелять. Сейчас перекурим.
И будем спускаться к избушке. Километров 5 нам остается. Может чуть-чуть больше, может меньше. Но в среднем где-то 5 километров. Походу всегда, что зимой, что осенью, вот беру вот такие сушки. Сушки, они вкусные, с чаем. Да и вместо хлеба зимой. Зимой все равно хлеб замерзает, свистит и все. На рожон лезет тоже вот он. Сейчас придет. Куда он денется? Думает, подлететь или нет. Железное терпение. Не прилетел. Если увидим кого, еще снимем. Глухаря или еще косачей, может, встретим. Будем снимать. А если никого не встретим, сегодня уж фотоаппарат не будем включать. Там гигабайтов-то осталось чуть-чуть. Все уже переснимали. Вот такой фильм получился у нас. Немножко ремонт, там печку отремонтировали от бани. Еще кое-что поснимали. Бруснику пособирали. Вот сегодняшняя охота. И 32 гига, он моментально наполняется. Не успеешь, только будто начинаешь снимать и все. Совсем стих. Умолк. Молодец. Попили чайку. Попили чайку. По-новому надо все заваривать. В общем, придем в избушку. Еще расскажу. Если что-то увидим, кого-то услышим. Сейчас еще налью чай, попью и в путь. Дошли до избы. Мы уже на избе. Сейчас буду кормить собаку. Кормлю собаку. Будем отдыхать. Вот такая получилась у нас охота. Вот такая получилась охота. Видели одного глухаря, медведя, ни разу не повторял. И все, добыть ничего не удалось. Но я не расстроился. Вообще, расстраиваюсь то в те моменты, когда стреляешь дичь, глухаря или еще кого, и раненые уходят. Ищешь и никак не можешь найти. Это обидно, конечно. А так, ну не повезло сегодня. И
другой раз повезет. Будут и дальше охоты у нас. Спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь. Дальше еще будет интереснее. Будем дальше снимать, ходить в походы, на охоту. А как повезет, посмотрим. На этом все. Охота закончилась. Мы поедем обратно домой. И не знаю, как там, но еще планы есть. Приехать, сдаваться не будем. Будем дальше искать и добывать глухаря. Не зря же мы лицензию оплатили. В общем, все. Подписывайтесь и пока.